Тут котелок с водой, это для тулана. Греется вода, кашу варить. Там чайник. Ну и тут вкусняшка. Почти готово уже, вон как. Яичница. Хорошо. Барам зек чем туча. Семьян. Сейчас верда. Киечан. Киечан. А? Тула. Энпур. Так, попробуем, что у нас получилось. Неплохо. Соли как будто чуть-чуть маловато. Майонез исправит всю ошибку. Ладно, ребят, я сейчас завтракаю и давайте сходим к лодке. К маленькой лодке. Там надо мне покрасить, как и говорил. Начну с лодки сегодня. 10:30 уже. Ну, примерно хотя бы до 7 вечера поработать. Потом отдыхай. Вкусно.
Живая природа. Кто кого. Комар залетел в паутину. Ну и там паук уже все. Ну вот, ребят, наша лодка начала ржаветь. Оцинковка ушла. Ну, немножко сверху покрашу также. Чик-чик-чик-чик-чик. И уже в остальном борта еще покрасить. Пару лет, думаю, еще послужит. А может, нет. Будем смотреть. Pernah kucing lain. Kucing lain. Pushalan ni. Pushaman ganyan ito. Рассказываю. С наружной стороны все покрасил. Вот эта доска более-менее еще. А правая все сгнила уже. Гниль пошла. Вот. Я не подготовился, ничего не привез с собой. Как бы нужен жесть. Ножницы по металлу. И, знаете, посмотрю я в избе. Здесь вот я не покрасил. Посмотрю в избе, может, что я найду. Может, доску сюда прибить. Хотя бы времянку такую. Какую-нибудь прокладку туда еще. С краской. Одним словом, все, хана. Вот тут, смотрите. Это осенью, когда я выезжаю. Уже на озере корка льда. И вот такие вот царапины. Вот здесь и в этом месте. В этом месте очень, ну, наполовину уже доска тоже пробита. Короче, там я, латал уже раньше. Не знаю, что и делать. Вот тут я уже жестянкой все ремонтировал. Одним словом, ребят, раз пошел процесс гниения, вот смотрите, вот. Раз начал гнить лодка, этот процесс не остановить. А все это получается из-за того, что вот лодка у меня перевернутая, вот на таких бревнах она лежит. И от такого бревна все равно какая-то вот круглогодичная сырость. И вот это все. Лодка хорошая, безопасная. Это моя первая лодка, которую я строил, делал. 3 доски, вот если посмотреть, 3 упруга, и все, ничего такого лишнего нету. Ну, нос такой тупой вот. Одним словом, ребят, в будущем году снова мне придется сделать лодку. Построить, я думаю, придется, потому что это уже, ну, не знаю. Можно подлатать еще. Можно что-нибудь придумать. Заранее надо подготовиться, вот материал, вот что-то для ремонта. Вот это гниль, вот здесь, может, наполовину доска уже гнилая, может, топором надо срубить, потом прибить сюда что-нибудь, жестянкой отбить. Фиговое дело, все гниет. Моторная лодка гниет, вот это подвесло тоже начало гнить.
Короче, банку краски я здесь оставлю пока. Схожу к избе, там посмотрю, что можно придумать, что-то есть или нету. Может, завтра этим займусь или еще. Посмотрим. А пока вот что хотел я только с наружной стороны. Я внутри я уже красить не стану. Потому что больше года, ну, как сказать, в основное время года у меня он перевернутый. Я только весной на несколько дней я на нем катаюсь. И осенью вот где-то полмесяца. Вот так. Ну, примерно так, ребят. Пускай пока так будет. Что поделаешь. Ничего не вечное. Вот тут тоже вот. В принципе, нормально, но чуть-чуть вот. Ну, заплатку какую-нибудь туда вот прибить, дощечку. И все. Здесь более-менее вон там глубокие. Хотя вот, скажем, вот в этой стороне прибить, нормально сделать. А тот конец, там уже получается меньше груза туда ставить. И нос немножко приподнимется, ничего страшного там нету. Ну, пойдем пока на избу. Там видно будет, что дальше делать.
Рассказываю, показываю, ребята. С крышами я работу закончил. Из 2 рулонов рубероида остался вот такой кусок. Здесь, короче, немножко подлатал. Тут вот так все это выглядит. Скажу вам, не евро, но от дождя, я думаю, спасемся. Пару лет прослужит этот рубероид, но не больше. Не больше, ребят. Совсем, блин, одноразовые какие-то делают рубероиды. Хлам. У меня первый рубероид, когда строил этот дом, там и то, наверное, 3 раза толще, и там этого гудрона там, блядь, очень много. Ну, одним словом, здесь все окей. Кулан там лежит. Так, дальше, ну, не стал уже я снимать ничего. Какой толк там. Немножко поснимал, как я там работал. Здесь ту же самую работу сделал, ребят. Разобрал, убрал все этот хлам. Мусора очень много тут. И обратно. Вот эти доски, плахи, самодельные плахи мои, они вообще труха, совсем гнилые. Вон 2 доски пришлось даже выкинуть. Ну, вон он, ребята. Как-то, в принципе, мне эта баня не нужна, но все равно как-то хочу я еще поддержать. Пускай я этот рубероид сейчас постелил, пускай пару лет еще прослужит. Ну, не знаю, здесь точно нужен шифер. Без шифера у меня, знаете, между досками вот такие щели. Вот такие щели. И вот здесь снегом давит, короче, рубероид не выдерживает. Вот такие дела. Ну, баню я показывал тоже для новых подписчиков. Баня, в общем, здесь у меня железная печка подготовлена. Привез зимой. Как бы хочу установить эту железную печку вместо черной бани. Хочу белую баню сделать. Ой, блин, не знаю, видно, не видно. Где-то земля, наверное, сантиметров 20. Вот, ну, нары сантиметров не 20, но примерно 15 сантиметров эти столбы. Вот это, вот там ледник. Вот сырая земля замерзла, и вот это все, короче, выталкивает эти столбы. Пипец, ребят. Вот это место, конечно, так место у меня. Надо строиться, если что, где сосновый бор, но не в ельнике. Насчет мини-саней. Там в комментариях писали, что отсюда эти сани украдут. Ничего с ним не случится. Вот этими санями, ребят, я бревна таскаю. Вон они. Висит и висит. Будем пользоваться. Вот. Ну, примерно так, ребят. Сегодняшнюю работу, свои планы, в принципе, я уже выполнил. Сегодня моя задача была приехать, закрыть новым рубероидом 2 крыши и покрасить лодку. Ну, все это я сделал. Конечно, время еще есть, солнце высоко. Может, отдохну сейчас, может, что-нибудь дальше буду делать. Ну, самое основное. Вот все крыши у меня на одних рубероидах. Вот тут тоже амбар рубероид. Навес рубероид. Здесь рубероид. Что-то надо, конечно, придумать. Шифер хотя бы БУ. Там крыши меняют. Там поспрашивать БУ шифер, что ли. Может, по дешевке продадут. Просто эти доски уже все хлам. В следующий раз уже рубероид полопается. Эти доски уже, ну, через 2 года эти доски уже вообще труха будет. Сами понимаете, видите. Ну, прослужил где-то лет 10, наверное, не больше. Вот. Придет время, я буду менять еще вот тут вот эти венцы нижние от амбара. Стойку уже я не стал ставить, стойка тоже шатает, блядь. А так хорошо. Лет 15-20 прослужит. И вот нижние бревна оттуда вытащить, новые поставить, и все ништяк. Короче, тут почва, глина, земля. И вот сырость замерзает, и вот потом воротит. Как хочет, так и воротит. Хреново дело, в общем, место не очень. Ну, зато спокой.
Да, в стороне от реки. Я в полном одиночестве здесь, вообще кайфую. Вот это плюс большой, очень большой плюс. Если возле реки на видном месте поставить избу, каждый будет заходить. Каждый. А я люблю тишину, пение птиц и одиночество. Поэтому у меня изба стоит в стороне. Конечно, мучаюсь, если честно. Блин, то одно, то другое. Все, этот процесс гниения началось. Все гниет, все. Крыша, нижние венцы, все. Так что фронт работы всегда есть у промысловика-таежника. Так что будем дальше ремонтировать потихоньку. Где-то одно, другое. Разберемся. Придет время здесь тоже. Чем новую баню построить, нижние венцы тоже придется поменять со временем. Ну, блин, пару лет еще можно тут помыться, я не парюсь, там зашел, помылся, вышел и все. Забыл про баню. Самое главное, крыша сейчас отремонтировал крышу, и все кайфово будет. Железную печку поставлю, труба в стену там спилю, там торчать будет. Примерно вот так. Такие планы. В потолок я ставить не буду трубу. Здесь как где-нибудь в стороне будет там торчать. Ну это на осень оставить. Я хотел сегодня-завтра этим заниматься с печкой, но, блядь, знаете, вот все земля выдавила там, пусть подровняется, растает, подровняется, уже тогда этим займемся. Ну посмотрим. Сейчас пойду отдохну, чай попью. Вот Тулану, да, Тулану балдеж. Полная свобода это у собаки. Здесь, вон, смотрите. Сходит куда-то, погуляет, придет, лежит. У него целая кастрюля каши. Пусть ест, отдыхает. Как на курорте он действительно. Что-то слушает, нюхтит. Все время на стреме, ребят. Моя охрана. Звери подойдут, облаят, разгонит всех. Вон он. Где-то вертолет летит.